Так, меня зовут Владимир, изучаю китайский язык, потому что я хочу поступить в Китай, в университет, направленный в графический дизайн. По какой причине? Потому что, как я посмотрел, посчитал после выпуска, что в России вот направления вот творческие, такие как графический дизайн, не очень востребованы, и зачастую это Москва и Санкт-Петербург, куда можно поступить, и в основном это платное. И развиваться именно вот таких творческих очень сложно в России. Поэтому такие развитые страны, как Китай, в приоритете. Поэтому поступить, изучить культуру китайского языка, это тоже очень интересно. И в целом именно вот движение, куда можно пойти дальше, вот я думаю, в Китае больше шансов продвинуться в этом направлении, изучить гораздо лучше свою направленность. А вы сейчас учитесь в школе или... Нет, в позапрошлом году я окончил Хакасскую национальную гимназию, выпустился, после чего поступил в ХГУ на ИФИМ. а, Получается, у меня предметы были литература русский, поэтому я поступил в ХГУ, но так как мне не очень понравилось мое направление, не совсем то, не прям творческое, я после первого курса ушел и подал заявление, подал заявку в Китай через, получается, эм, место, как это сказать, получается, они подают заявки через Казахстан, и вот меня приняли, осталось только языковой год пройти, после чего можно поступить в китайские вузы без ЕГЭ, без баллов, зная только, получается, язык. А вас все-таки больше интересует именно графический дизайн, как Ну, профессия? Графический дизайн, и, конечно, интересна вот культура китайского языка, потому что, она с чем-то схожа с моим направлением, потому что это иероглифы, это почти то же самое, что графический дизайн. Это через какие-то, получается, картинки изобразить что-то, какой-то смысл донести. Это очень схоже. Похоже. А графический дизайн вы в каких программах работаете? Вот чем занимаетесь? Большей части это именно Photoshop, Adobe Illustrator. На графическом планшете рисую там. Графический дизайн можно будет там на разные направления пойти. По типу графику делать для фильмов, для игр, допустим, либо делать какие-то, получается, графические изображения для таких брендов, как Adidas, Nike. Вот это же все графика, получается, вся реклама, это тоже графика. Вот разные направления для применения, получается, можно. А типа мультики делать, живые какие-то Мультики тоже можно, порисовки? но это уже надо будет отдельно изучать именно 3D, получается, построение, все вот это. Не совсем то. Мгм. А китайский язык, вот что интересно на данный момент? Вообще, что восхищает вот в этой культуре? По большей части именно восхищает сами китайцы, потому что они сильный такой народ, который любит свою культуру. Прямо чувствуется вот сила какая-то через весь этот язык, вся история, которая пронизана вот во всех этих иероглифах. И мой учитель рассказывает про Китай, в принципе, о том, какие китайцы, получается, умные, они все время пытаются трудиться, что-то новое находить и уважают остальных людей, и как бы свою культуру проносят через года, и это очень восхищает. Мгм. И что вы теперь на данный момент знаете, у вас уровень какой? Я недолго сейчас изучаю. Скажу сразу, дистанционно очень сложно изучать, так как граница закрыта. Изучаю я китайский на английском, нам преподают на английском, поэтому большинство материала сложно понять, даже разбирая с группой. Я сейчас оценил бы свой уровень не на очень хорошем, начинающий. Некоторые, иероглифы я знаю, вот именно говорить, произносить, это очень сложно. Вот именно задания выполнять, зная иероглифы, видя их, то это уже не так сложно. Ну, в общем, вы, я как понимаю, понимаете логику уже Логику, иероглифов, как логику, это да. выстраивается, Логику, ключи да, какие, это все. логику написания, я вот правила это понимаю, вот именно произносить, это, слушать, говорить, это вот сложно. Ну, в общем, вы постигаете, скажем так, Разговорный. да, разговорный язык. Ага. А что интересно вот в иероглифах? Вот есть какие-то интересные для вас открытия, вот именно как для дизайнера, может быть, будущего? Что восхищает? Интересно то, как иероглиф
допустим, значение иероглифов, оно складывается из разных других значений. Допустим, как сегодня был у нас топор, он состоял из руки и удара. Значение это и в целом, точнее, удар из топора и руки. Значение из разных таких иероглифов. Каждый иероглиф, он даже похож, бывают такие. Смотришь на него, и можно предположить, почему это, допустим, какое-то поле, потому что там, оно на грядке похоже чем-то вот нарисовано. Вот такие вот, получается, иллюстрации, грубо говоря, перенесенные со временем в такие вот иероглифы. Очень интересно. Примерно сколько вы знаете вот на сегодня иероглифов? До сотни пока что, может, дойдет где-то максимум, даже поменьше. Вроде как я слышал, что даже меньше, 60, может, 70. Чтобы примерно хорошо знать китайский, наверное, нужно 1002 иероглифов знать, где-то так, чтобы уже на хорошем уровне владеть, даже выше. Специалисты говорят, где-то 3000 даже иероглифов. 3000, Да. А ключи уже все знаете? Там, по-моему, Ключи 216 нет, ключей. все не знаю. Не Ну, в все общем, знаю. учите еще. Учим еще, да. Ага. А как вы нашли учителя? Через знакомую матери, она работала в Аскизе и познакомила, предложила заниматься вот этого учителя. И она нравится вам? Да, нравится. Помимо, получается, базовых знаний и знаний китайского дополняется культура, рассказывает про культуру, интересные какие-то фрагменты своей жизни, как она жила в Китае. Это очень интересно, это помогает понять среду, в которой ты будешь потом учиться и проживать. То есть учитель ваш делится еще личным опытом Да, того, личный что она опыт, это проживала очень в Китае. интересно, да. И это Это очень еще важно. закрепляет знания. Ну, хорошо, ладно, спасибо, удачи вам в вашем изучении Тоже. китайского языка. Спасибо. Это будет выставлено в неофициальных аккаунтах в Ютубе. Спасибо. Хорошо. До свидания.